Мен кызматка келгенде брондолгон аскер техникаларыбыз жок болсо. Вопросы обороны, безопасности и прохождения воинской службы необходимо вывести на новый качественный уровень. Мы должны совершенствовать военную политику, учитывая современные вызовы. Служба Отечеству должна стать для каждого гражданина гордостью. Вы видите сложную обстановку в мире, поэтому это одно из наших ключевых направлений. Когда я вступил в должность, у нас не было бронетехники. Сегодня на вопросы безопасности выделяются беспрецедентные средства из республиканского бюджета, благодаря которым приобретены современные виды вооружения и техники. Спустя годы независимости Кыргызстана плачевное состояние нашей армии особенно проявилось во время вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской госгранице в Баткене. У солдат, защищавших рубежи, кроме автоматов в руках, не было другого оружия, а военная техника либо не работала, либо могла проехать лишь небольшое расстояние. Придя к власти, Садыр Жапаров начал укреплять вооруженные силы. Одним из первых шагов стало усиление охраны границ. Пограничной службе на государственные средства были закуплены и переданы бронеавтомобили «Тигр», беспилотники «Байрактар», «Ахсунгур», «Акынжи». Также был приобретен мобильный зенитно-ракетный комплекс «Печора». Также были отремонтированы старые вертолеты Ми. В целом техническое оснащение армии значительно улучшилось за короткий срок. Уверен, что поддержка вооруженных сил со стороны государства окажет большую морально-психологическую поддержку нашим защитникам в обеспечении национальной безопасности. Өлкөбүздүн бекемдигин жана бүтүндүгүн камсыз кылууга чоң өбөлгө түзөт деп мен терең ишенем. Сейчас все военные учения проходят с использованием современной техники, приобретенной для нужд обороны и безопасности. Вместе с тем уделяется внимание улучшению условий службы солдат. В прошлом году глава государства посетил воинскую часть Байсары-Улу-Кыдраке в Караколе и ознакомился с условиями службы пограничников. Президент Садыр Жапаров дал указание обновить часть. Здесь старые здания. Здание первого штаба было возведено в 1962 году. Другие были построены в 1973 году. Во время Советского Союза были текущие ремонты, а после в них ни разу не проводился капитальный ремонт. Из-за этого полы совсем прогнили. После поручения Садыра Жапарова воинской части в течение 6 месяцев провели ремонтные работы. И для солдат были созданы все необходимые условия. Капитальный ремонт был также проведен в 2 других военных частях. Помимо этого были открыты погранзаставы Барпы в Джалабаде, Ахсай, Карагач, Махсат и Ахтала в Баткене. Государство обеспечивает военнослужащих жильем, а для качественного несения службы закупается вся необходимая военная техника. Мы применяем ее в охране наших границ. Улучшена не только материально-техническая база вооруженных сил, обновлено обмундирование солдат. Раньше от ботинок до головных убор служащих закупалось за рубежом. Сейчас же по поручению президента Садыра Жапарова форму для военнослужащих начали шить у нас в Кыргызстане. Космоско корабль жасай албайбыз, конечно, но муну жасай албайбыз. Военныйларга, милицияларга өзүң форма сатып алып кел, анан кийим беребиз деген вообще болбош керек да. Керекпи? 2 сыйра, 3 сыйра бүт бар. Азыр берип атабыз. Одним словом, для защитников Отечества были улучшены условия несения службы. Был изменен рацион питания и объем порции. Президент поручил использовать в приготовлении пищи чистую сельскохозяйственную продукцию наших местных производителей. Кроме того, были увеличены зарплаты военнослужащих, благодаря чему выросло число желающих служить. Раньше на основе плана мы сами искали желающих служить, объезжали дома и предлагали им службу на контрактной основе. Сейчас уже не так. Наши солдаты после армии устраиваются на службу официально. Желающих сейчас гораздо больше. Государство активно предпринимает усилия по улучшению условий не только для службы военнослужащих, но и их социальной жизни. В регионах строятся военные городки и возводятся служебные дома. До этого мы снимали в Баткене квартиру. Сейчас у нас уже есть служебный дом. Спасибо руководству страны за созданные условия. Работать в таких комфортных условиях нам только в радость.
Благодаря созданным условиям наша армия вошла в список 100 лучших армий мира. Сегодня по поручению президента Садыра Джапарова ведется работа по оптимизации системы управления вооруженными силами, организационно-штатных структур Министерства обороны и военных предприятий. В соответствии с этим в кыргызскую армию внедряется современная система управления. Ахмыр Нурдинова, Джахшылы Исаков, ЛТР Бишкек.